начнем нашу небольшую пресс-конференцию. Она тематическая и направлена на информирование по поводу нашего мероприятия, которое запланировано на 4 октября. Первый веломарафон, велопробег под патронатом Башкана Гагаузии, который состоится у нас утром с 9 до 10 утра. Будет регистрация всех желающих участников, которые изъявят желание участвовать в этом велопробеге. И в 10 часов мы все колонной со всеми участниками данного велопробега будем следовать при сопровождении службы скорой помощи и дорожной полиции. Поедем по маршруту, который построен по улице Ленина. Значит, маршрут следующий. От улицы, с улицы Ленина, Дом культуры. Возле Дома культуры будет регистрация участников. Все участники, которые будут участвовать в этом веломарафоне, получат футболки белого цвета. Все получат браслетики с номерами. Я вам позже расскажу, для чего номера. А футболки будут вот такие, с таким вот логотипом первого велопробега под патронатом Башкана Гагаузии. Соответственно, все получат браслетики с номерами для того, чтобы после завершения марафона, как будет проведена лотерея, для всех, только исключительно для участников, будут разыгрываться много интересных спортивного инвентаря. Это мячи, теннисные ракетки, бадминтоны, термосы. Ну и кое-что, то, что всегда понадобится, это точно там будет разыгрываться пылесос и будет точно разыгрываться велосипед, настоящий, хороший. И также будет еще разыгрываться спортивная одежда. Это спортивные костюмы, кроссовки. Вот. Продолжая по поводу маршрута, это с Дома культуры по улице Ленина проезжаем круг, где автостанция, проезжаем 5-ю школу, проезжаем молодежный центр и до круга КХП. Там все колонны разворачиваемся и возвращаемся обратно. Это примерно около, по-моему, 11 километров. Вот весь маршрут будет этого мероприятия, этого веломарафона. Этот веломарафон, велопробег у нас будет носить несостязательный характер. То есть там не будет победителей первого, второго, третьего места. Задача, цель этого мероприятия как можно больше привлекать молодых людей и вообще людей всех возрастов во все виды спорта, в том числе и велоспорт. Вы знаете, что в Гагаузии у нас таких мероприятий, к сожалению, до сих пор не проводилось. Ну, вот Управление молодежи и спорта, исполнительный комитет решил немножко развивать и другие виды спорта, потому что у нас традиционно это борьба, футбол и иногда другие виды спорта. Но этим как бы у нас никто не занимался. Поэтому вот есть такие намерения, чтобы этот веломарафон, велопробег был каждый год, проходил на территории Гагаузии. Он в этом году проходит в Камрате, на следующий год он пройдет или в Чедалунге, или в Вулканештах. И, то есть каждый год будет проходить в городах, а может быть даже и в селах. Оргкомитет будет решать, где будет проходить данный веломарафон. Задача, еще одна из задач, это привлечение как можно больше людей всех возрастов. Все участники должны будут иметь двухколесный велосипед со своими велосипедами, потому что большое количество желающих, и нет возможности сегодня обеспечить и еще тех, кто не имеет велосипеды, дополнительными велосипедами, потому что это, соответственно, огромные затраты. Вот. Поэтому в этом году оно будет вот таким образом проходить. Надеюсь очень, и организатор, оргкомитет надеется, что он пройдет на хорошем, высоком организационном уровне. Сразу при регистрации организаторами будет объявляться и правила безопасности движения колонны. Ну и сейчас, пользуясь случаем, хотел бы обратиться ко всем участникам, кто будет участвовать в этом мероприятии, чтобы, это будет напоминаться, но чтобы это не будет состязательный характер. Вот, поэтому нужно будет колонной красиво проехаться по центральной улице города, муниципия Камрата. Будут волонтеры, организаторы, которые будут совместно с сотрудниками полиции это все регулировать. Движение по
улицы Ленина будет перекрываться по мере прохождения колонны, для того, чтобы не тормозить движение на эти 2-3 часа, сколько будет проходить это мероприятие.